В школах и детских садах Северной Осетии продолжается обучение по полилингвальной системе. Работа с детьми идет одновременно на русском и на остинском языках. Модель в пилотном формате начали реализовывать в 2017 году. С каждым годом количество полилингвальных групп и классов увеличивается. Сейчас это больше 100 групп и 50 классов в начальной школе. Как зарекомендовала себя система и можно ли говорить о положительных результатах, знает Фатима Дзадзоева. Воспитанники 7-го детского сада Беслана подготовили настоящее театрализованное представление. У каждого своя роль, с которой малыши блестяще справляются. Песни и стихи на осетинском языке – это только часть полилингвальной модели поликультурного образования, которая здесь успешно реализуется. Все занятия и даже физкультура проводятся исключительно по полилингвальной системе. В группе 40 воспитанников. По словам педагогов, некоторые ребята пока плохо выговаривают некоторые звуки, зато свободно составляют предложения на осетинском, поют песни и разучивают стихотворения. Все в игровой форме. Примечательно и то, что посещают группу дети разных национальностей. Родители даже других национальностей, они хотят наоборот, чтобы по-осетински умели их дети говорить, общаться, излагать свои мысли. Приходится им дополнительно объяснять. Но в процессе, вот, допустим, когда по-осетински, по-русски излагают, они потихоньку втягиваются. Я имею в виду дети, которые не понимают по-осетински. В конечном итоге дети начинают понимать. И самое главное, не как механически, допустим, а именно понимать, вот о чем идет речь, а потом уже правильно излагать свои мысли на осетинском языке. В Северной Осетии в полилингвальную систему обучения вовлечены более 100 групп в 67 детских садах. Работают по программе ЮНЕСКО и 23 школы, на базе которых функционируют 53 класса. Речь идет о начальной школе. Дети получают знания на осетинском и на русском языке одновременно. 56 разделить на 8 будет 7. Родной язык должен жить, уверены специалисты, ведь есть образование на осетинском языке, а есть на русском. Они по содержанию ничем не отличаются. Учреждения оснащены всем необходимым методическим материалом. Покупать учебники и рабочие тетради не надо. По словам преподавателей, такая практика уже дает свои результаты. К примеру, ученики 5-й Бесланской школы свободно говорят и пишут на родном языке, даже если это математические термины. Крыловы, басня, квартеты, Дети с большим интересом готовятся к каждому предмету и легко усваивают урок. Трудности испытывали, потому что они почти что не владели осетинским языком. Со временем, с каждым годом все больше и больше, и сейчас, кроме 2-3, свободно объясняются на осетинском. Эти 2-3 тоже все понимают, но не всегда могут выговорить. Но все-таки то, что мы проходим на осетинском, они мне говорят, это понимают. Вот объяснить пример, числа они могут все равно, даже которые не разговаривают. Министерство образования и науки республики и кафедра ЮНЕСКО регулярно мониторят и активно содействуют успешной реализации проекта. Побывали в 2 образовательных организациях. Это в детском саду номер 7 и в школе номер 5. К сожалению, в детском саду номер 7 у нас 1 группа, но работа, которая ведется в этой группе, должна быть отмечена на самом высоком уровне. Работу выстраивают таким образом, что непосредственно идет сотрудничество. Также побывали мы и на уроке математики 4 класса. Еще раз убедилась в том, что нет никаких опасений. Дети прекрасно владеют и осетинским языком, и русским языком. Прививать любовь к родному языку необходимо с малых лет. Внедрение в образовательный процесс полилингвальной модели обучения доказало свою результативность. Именно поэтому количество образовательных организаций, в которых она реализуется, ежегодно увеличивается. Фатима Дзадзоева, Игорь Войцеховский, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии.